самое важное, с моей точки зрения, обыватель, который видит дикое животное, предполагает, что ложное такое понятие есть, что животное голодно или, значит, нуждается в помощи человека, и в итоге могут вступить в контакт. Особенно дети. Сейчас, наверное, много детей приехало к дедушкам и бабушкам в деревню. При появлении вот такую информацию как-то надо обозначить о том, что контактировать, кормить диких животных категорически нельзя. Животное, которое не боится человека, я считаю, хищное животное, плотоядное животное, из отряда псов, скажем так, да, на 99%, на 90% оно уже больное, если не боится человека. Вирус у него уже в голове, он является носителем и, значит, может передать человеку. А для человека заболевание все уже знают, наверное, да, что опасное, неизлечимое, очень тяжело с ним бороться. Вирус бешенства, наверное, как живой организм, развивался совместно с развитием человечества, и поэтому он тоже, возможно, мутирует, приспосабливается. Основные переносчики, которые доставляют к нам вирус из дикого животного мира, скажем так, больше всего в наших условиях это лисица обыкновенная и корсак. Почему? Потому что заражается либо от корма. Больше всего традиционно для лисы кормом являются мышевидные грызуны, которыми он питается на полях. После заражения, значит, животное на последней стадии уже практически приходит в населенный пункт на шум, как правило, и здесь пытается, значит, сам по себе вирус, наверное, так устроен, что его надо передать. Сейчас носитель от этого заболевания скончается, но надо передать вирус дальше, чтобы он развивался, жил тоже как какой-то некий организм. Тут можно аналогию проводить и с COVID-19 практически. Поэтому одно из предостережений – не кормить, не подходить к диким животным, которые пришли в населенный пункт. Другое дело, что, возможно, сейчас, конечно, сельское хозяйство у нас очень развито. Думаю, что на полях, наверное, поля обрабатывают очень хорошо, сильно какие-то, я не специалист в сельском хозяйстве, но, наверное, какие-то гербициды, какие-то реки против. Я думаю, что кормовая база для лисы в виде грызунов, мышевидных, имею в виду, наверное, она минимальная теперь, и животные стараются переселиться. Здесь опять от человека все зависит. Кормовая база вокруг каждой деревни имеется. Наверное, все-таки есть несознательные граждане, где-то утилизируют павших своих животных, какие-то помойки есть. Надо говорить о том, что лиса очень пластичный вид, приспосабливаем, быстро обучаемый вид. Даже в крупных городах обитает популяции своих лис, таких как в Европе. И в Москве есть, и у нас есть везде. Живут в городах, то есть вид очень приспосабливаемый. Но одновременно очень уязвимый, когда вирус бешенства попадает, он первый доставщик, скажем так, этого вируса до нас, до людей. Вот чем он опасен. Со стороны охотхозяйства работа это проводится. Всегда мы совместно с районным ветеринарным объединением работаем. Проводится ежегодная так называемая оральная вакцинация, когда наши коллеги ветеринары, скажем, выписывают оральные, значит, вакцины, совместным трудом разбрасываем, но надо понимать, наверное, все-таки все мы люди, не все территории, возможно, охватываются, и где-то вакцинации не происходит, наверное. И поэтому, возможно, есть из-за этого очаги, вспышки какие-то, либо со стороны занесенной другим зверем, может быть. Хотелось бы обратить внимание, что на местах, то ли есть более активные или представители местных
администраций, сельсоветов, сразу, не тратя время при таких случаях, сообщали бы нам. На сегодня надо говорить о том, что действительно программа-то не столько программа, сколько надо выводить ее на государственный уровень. Из моего опыта многолетнего охотничьего, скажем так, изучения литературы, изучения проблемы, могу сказать о том, что в европейских странах, когда людям доверяют больше, на лесу, как вредные животные, открыта охота круглый год. Это может решить только на государственном уровне. Видите, как сезон охоты есть, но сегодня, будем говорить так, спрос на пушнину не пользуется, спроса нет совершенно. Охотники, граждане не заинтересованы в добыче пушнины, поэтому, соответственно, о финансировании здесь не то чтобы разговора нет, вся работа ведется только, скажем так, понимая, что это наш родной край, что это наша родина, что такая проблема существует, люди работают. Ну вот на сегодняшний день будем говорить так, что сколько-то, может быть, администрация поможет нам, может быть, какие-то средства выделятся, но обычно это единичная работа, разовая работа, скажем так. Потом, если проблема вдруг исчезает, как бы сходит на нет проблема, то значит и внимание на это меньше обращается, потому что каждый день возникают актуальные проблемы, новые проблемы, и их тоже надо решать. Какой-либо особенно государственной поддержки, скажем так, вот, в регулировании или правила охоты Российской Федерации или в закон о животном мире федеральном, ну, нет здесь понятия взаимодействия охотников и диких животных в населенном пункте. Поэтому, исходя из текущей ситуации, только мы какими-то совместными методами можем найти решение и выход из этой проблемы.